Здравствуйте! Вы смотрите новости и коротко о главном. Любители смешанных единоборств в ожидании старта. До битвы в Назране остаются считанные минуты. Спорт, искусство и поэзия. Борец смешанных единоборств Муса Илиев удивляет своими талантами. Итоги 6-й международной конференции «Беликовские чтения» в этом выпуске. Федерация смешанных единоборств Ингушетии завершит этот год турниром «Дорога в М1. Битва в Назране». Уже через считанные минуты во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева начнется долгожданный турнир по смешанным единоборствам. Ожидаем зрелищные поединки. На месте находится наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Тамерлан, чем порадует эта битва? Все ли готово к спортивному шоу? Да, Юсуп, спасибо. На самом деле все подготовительные вопросы утрясены еще вчера. Аудио, видео и световая аппаратура уже установлены. Можно сказать, что остается дождаться только выхода бойцов. Собирающиеся уже постепенно зрители говорят, что все мы помним 24 ноября, как Хамзат Далгиев завоевал очередной титул для нашей республики. И сегодня, хоть и не ожидается титульных поединков, но все-таки надеются, что вечер спорта будет очень интересным. Напомню, в рамках этого бойцовского вечера пройдет 18 поединков, в 14 из них заявлены ингушские файтеры. Ожидаем выхода наших спортсменов и иных, разумеется, тоже. Спасибо, Тамерлан. Ну а мы продолжаем выпуск. А вот Муса Илиев уже участвовал в битве в Назране. В свободное от тренировок время спортсмен занимается фотоискусством и пишет стихи. На первый взгляд из обычного и простого он может сделать настоящий фотошедевр. Подробнее об этом уникальном человеке расскажет Светлана Томова. Сделать фотографию простой настольной клеенки так, чтобы впоследствии отразить в ней состояние влюбленности. Многие скажут, это невозможно, но для Мусы Илиева это целое искусство. В каждом своем снимке, увеличив его в несколько раз, он отражает то, что хочет донести до людей. Есть некоторые, работа есть, времена года. На нее посмотришь, особенно трудностей нет, понять легко. А есть работы, возле которых надо, люди проводят, особенно которые разбираются, по 2 часа, много больше, смотрят на нее, что хочет автор донести. Вот автор сам, кажется, ему получилось, сможет он донести, и ему кажется, что люди тоже поймут. Он оставляет эту работу, это чисто на его усмотрение. А вот еще одна работа. На первый взгляд это просто монеты, но их тень образует форму сердца. Здесь автор пытается донести до людей, что это сердце богатого и щедрого человека. На этой неделе у Мусы Илиева состоялась первая выставка. Посетители смогли не только посмотреть картины, но и услышать историю о том, как они рождались. Любовь к искусству, признается Муса, появилась сравнительно недавно. После знакомства с работами Александра Родченко спортсмен вдохновился на создание своих собственных фотокартин. 8 произведений выполнены в стиле арт-хауса с использованием теневой техники. Делал несколько работ. Показалось, что вышло несколько удачных кадров. Поинтересовался мнением. Недостаточно, что вы думаете. Надо обязательно, как мы прежде говорили, обязательно должна быть критика. Правильная критика. Людей, которые знают это искусство, разбираются в нем достаточно хорошо. Поинтересовался, вроде бы понравились, вроде бы оценили. После этих работ я посмотрел работы Родченко. Просто наткнулся на них чисто случайно, и они мне очень понравились. Хотя есть работы Кандинского, очень известных советских художников, которые и не наши советские, другие художники известные, там Пикассо, всемирно известные. Но именно работы Родченко мне очень сильно понравились. 2017 год для Мусы выдался идейным и разнообразным. Что касается спорта, то он усиленно начал им заниматься только в этом году и уже успел выступить на М1 «Битва в Назране». Как признается Муса, одно его занятие другому никак не мешает. В этот спорт я прошел неспроста. Свое намерение определенное. Искусство никогда не мешает, здесь особых трудностей нету. Писать стихи вы можете в любое время, когда проходит вдохновение. Сидите вы дома, ходите по улице, без разницы.
Если сможете записать, она остается. Кстати, так у меня ушло очень много стихотворений, после которых мне сказали, мне даже подарили некоторые вещи, чтобы я их записывал. Такое тоже случилось в моей жизни. За что им всем огромное спасибо. Помимо спорта и фоторабот, Муса еще является и поэтом. В отличие от первых двух занятий, писать стихи он стал еще 17 лет назад. Его творчество могут наслаждаться не только в регионе. Вот одно из его стихотворений, которое признали лучшим на одном из всероссийских конкурсов. Рабыня дьявола, прекрасен стан твой и прекрасен лик, трепет дыхания, шептание губ, как аромат кружит соблазн велик. Сопротивление тебе одно из самых трудных. Лишь только бросишь взгляд пронзительной стрелой, ты попадаешь в сердце, закипает кровь. Но если отразить твою стрелу и плеть, не подпускать тебя и страсти сеть, то розой станешь и раскроешь лепестки, но помнить мы должны, что есть шипы. В планах у Мусы Илиева продолжить работу над картинами, но уже на профессиональном уровне. Борец планирует поступить в Московскую школу фотографии имени Родченко, тем самым в ближайшем будущем добиться успехов не только в смешанных единоборствах, но и в искусстве. Светлана Томова, Магомед Дидиков, Новости 24. Юные исследователи Ингушетии приняли участие в знаменитых беликовских чтениях. 6-я международная конференция, посвященная памяти известного ученого Владимира Беликова, состоялась накануне в Пятигорске. О том, какие работы представили ученицы лицея города Магас, расскажет Жаридат Халухоева. Свое будущее Айна Ахриева хочет связать с медициной. Именно это желание и стало началом ее научной деятельности. Все свое свободное время, проводя за учебниками биологии, невольно начала изучать умственное и физическое развитие одноклассников. Свои исследования Айна представила на международной конференции. Исследование здоровья лицеистов для меня было важно, мне было это интересно узнать. Я вижу, как вообще за период обучения в школе у детей очень сильно, дети сильно подвержены и заболевают различными болезнями. И это меня побудило на это исследование. Среди 300 конкурсантов, молодых ученых, преподавателей, студентов и школьников Айна заняла первое место, представив свою научную работу по теме исследования психосоматического и физического развития лицеистов. В отдельных секциях проводились презентации, чтения на разные темы, по химии, биологии. И нас очень хорошо встретили там, нам были рады на нашем приезде, то, что различные представители различных регионов выступают в этой конференции. Своими исследованиями на конференции поделились и десятиклассница Деси Чичоева и Мария Марчакова. Девушки представили научную работу алкалоиды в секции синтез и анализ биологически активных соединений, что позволило им занять 3-е место на беликовских чтениях. Конкуренция была очень серьезной, и мы думаем, что уже и в следующем году, и как будет получаться, мы будем участвовать в этих конференциях и брать уже лучшие места и доказывать, что мы лучшие. Над своими проектами школьницы трудились в научной лаборатории ИНГУ. Большую поддержку в подготовке работы им оказали преподаватели, которые по праву гордятся своими учениками. На такого рода мероприятия мы выезжаем очень часто, так как именно руководство нашего лицея нам в этом помогает. Например, в этом году было очень много выездов, особенно в Пятигорск, нас приглашали официально на открытие данного факультета. Дети было очень интересно, познавательно побывать в других вузах, посмотреть, как учатся студенты других вузов. Педагоги отмечают, такие конкурсы – это лучшая возможность для молодых ученых делиться знаниями, неординарными подходами и идеями друг с другом, общаться на равных. А для юных исследователей, которые еще учатся в школе, найти свое место в мире науки, извешенно выбирать будущую профессию. Жаридат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы завоевали воспитанники Карабулакского ФОКа на турнире по дзюдо. Соревнования прошли в поселке Корца пригородного района. Участие в турнире приняли 15 наших спортсменов в различных весовых категориях. Победителей и призеров накануне чествовали в ФОКе. Чтобы наградить ребят почетными грамотами и медалями, к ним приехал лично глава города. В клубе Ади Ахмад прошел чемпионат по шахматам «Блиц». На обдумывание ходов отводится ограниченное время, проводится по обычным правилам. На турнир съехались 30 гроссмейстеров со всей Ингушетии. Наблюдала за умственными баталиями Мака Келиматова.
Аслан Балаев играет в шахматы еще с 7 лет. Заявить о себе на всевозможных соревнованиях он успел еще в советское время. Его отец был первым основателем шахматного клуба в Ингушетии, и поэтому неудивительно, что все в их семье любили сыграть партию. Для Аслана шахматы не только самый интересный вид спорта, но и самый захватывающий. На доске разворачиваются серьезные поединки. Чем моложе человек, тем ему легче, конечно, играть, чем старше, тем труднее. И такая игра, да, требует это как бы быстрого мышления, как бы надо продумывать. Там большинство людей, которые играют в этот блиц, одним словом, допускают грубые ошибки. Там бывает, что даже у тебя позиция хорошая на доске, да, вот так, а может, флажок упал, все, проиграл там, или там какие-то невозможные ходы. Участие в турнире принимают шахматисты разных возрастов, в их числе и совсем юные участники. За 4 года на счету 15-летнего Мислаурова Магомеда немало побед в шахматных баталиях. Молодой спортсмен предпочтение отдает классическим шахматам, но сегодня игра проходит в блиц. Нужно быстро продумывать ходы. Я акцент ставлю вообще на классику, потому что я не могу в блиц играть. Не получается как-то. Ну, в блиц я иногда играю. Шахматы – спорт для интеллектуалов. Эта игра требует сосредоточенности, умения предугадывать ходы и даже воздействовать на пространственное мышление. Существует несколько видов игры в шахматы. Один из них – блиц. Это обычная партия, но только каждый ход ограничивается временем. Таким образом, можно продемонстрировать свое умение быстро принимать решения. На все ходы игроку дается всего 3 минуты. И сегодня показать свое мастерство на турнире пришло более 30 участников. Сейчас закончился 3-й тур. Группа лидеров, такого явного лидера нету. Всего будет 11 туров, и вот по итогам 11 туров определяться победитель. Сильнейших игроков ждет заслуженное поощрение, грамоты, медали и подарки. Мага Кельматова, Ахмед Горбаков, Новости 24. У меня на этом все. Сразу после нас смотрите турнир по смешанным единоборствам М1 «Битва в Назрани». Приятного просмотра. В Новый год с Поиск Home. Покупайте подарки в рассрочку без процентов и переплат на 12 месяцев. Так, ноутбук Asus 15 дюймов за 3333 рубля в месяц. Подробности акций в магазинах Поиск Home. Акция действует до 8 января.